Российско-Кыргызский Аманбанк – банк абсолютного доверия. Оплата абонентских счетов должна происходить напрямую от абонентов к поставщику и без посредников. Почему же на деле этот закон осуществляется не в полной мере? Ответ на этот вопрос мы постараемся дать в рамках нашей сегодняшней программы «ЖКХ. Пути решения» в эфире общественного Первого канала. Добрый вечер. И сегодня на наш вопрос постараются ответить Анара Бекова, начальник абонентского отдела «Бишкек-Водоканал», и Татьяна Шуйникова, начальник абонентного отдела Южного района ОАО «Бишкек-Теплосеть». Добрый вечер, уважаемые гости. В полной ли мере абоненты напрямую оплачивают свои коммунальные услуги, конкретно в Бишкек-Теплосети и Водоканал? Ну, наверное, я начну, пожалуйста, как крупный поставщик, монополист. В настоящее время у нас в городе Бишкек с абонентами индивидуальные договора мы заключаем со всеми. По крайней мере, 202 тысячи абонентов у нас имеется управление Бишкек-Водоканал, и все имеют индивидуальные договора. Кроме 122 ТСЖ, ЖСК, которые имеют договор в лице председателя ТСЖ. Но это составляет где-то 27 тысяч человек, меньше 5% от всех объемов, которые у нас заключены договора. Это меньше 5%. Почему заключены договора именно председателем ТСЖ? Мы тут руководствовались законом о собственниках жилья, жилых, нежилых помещений, где гласит, что они своим правлением, своим собранием решают вопрос о своей деятельности. Да? То есть они решают сами, через кого заключать договор, индивидуально или через председателя ТСЖ. К этому мы вернемся. Татьяна Вячеславовна, я понимаю, что в теплосети то же самое. Да, в принципе. Вот. Чем объясняет свое желание председатели, заключая с вами договора? Почему не оформлять и их также индивидуально по абонентам? Ну, изначально это как бы строительная компания, ну, ЖСК, да, жилищно-строительный кооператив, создается. Вот. Далее, значит, эти кооперативы в ЖЭКе преобразуются после того, как квартиры все выкупаются у строительной компании. Вот. В принципе, мы не против, если изъявили желание перейти на индивидуальную оплату. Вот они правлением это приносят решение нам, и мы заключаем договора. А есть ли плюсы в том, что дом собирает не индивидуально, каждый абонент будет оплачивать, а что это все в сумме происходит? Ну, практика показывает, что ЖСК в основном, в общем-то, рассчитываются полностью, своевременно, оплату производят, чего не бывает, допустим, если индивидуальные договора, у нас никогда мы не добьемся, чтобы 100% дом все за месяц рассчитались своевременно. Вот единственные минусы, когда мы переходим на индивидуальную оплату. Вот. Все-таки с юридическим лицом как бы работать удобней. Спасибо. У нас есть и другая точка зрения жильцов, которые по желанию или не по желанию, но тем не менее вынуждены оплачивать свои коммунальные услуги через своих председателей, что их не устраивает. Итак, я приглашаю в студию Миновар Кушбекову, жительницу ЖЭКа «Коммунальник», и Ираиду Касаткину, жительницу ЖЭКа «Монолит». Мы жители кооператива ЖЭК «Монолит», 17-этажный дом, многоквартирный, 102 квартиры у нас, часть квартир члены кооператива, часть квартир собственники жилья. Когда мы пришли, купили квартиру в этом доме, все люди платили в кооператив председателю. Мы думали, так это и нужно, и так это удобно. Но когда мы стали платить туда за коммунальные платежи и жилищные платежи председателю, все это нам очень не понравилось, потому что мы платим единым платежом в кооператив, приходим, вот допустим, заплатили 1718 сомов, вот книжка у нас, единым платежом, печать нам никакую не ставят, ставят какой-то штампик. Мы спрашиваем у председателя, будьте добры, нам распишите, за что вот эта сумма. Нет, она этого не расписывает, просто скажет на словах и все. Потом, получается, приходим домой, открываем свою бухгалтерию и думаем, что, за что и почему. Мы обратились, узнали о 158-м постановлении,
что, оказывается, поставщики должны без посредников с нами заключить договоры на предоставление коммунальных услуг. Мы стали поднимать этот вопрос, пришли в водоканал. Водоканал сразу не захотел с нами заключать договор. Говорит, у вас решает все общее собрание, поскольку вы кооператив. Но общее собрание должно решать все вопросы в рамках законодательства. Пришлось нам, жителям, идти в прокуратуру, идти в генеральную потом прокуратуру, куда мы не обращались, в антимонопольный комитет по защите прав потребителей. Мы нигде ничего не могли добиться. Вы не поверите, но мы с 2007 года до 2010 года пробивали своим лбом, чтобы с нами заключили вот водоканал, индивидуальные договоры и теплосеть. Павел Николаевич Десятников у нас сегодня в студии, депутат городского Кинеша, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и коммунальному хозяйству. Павел Николаевич, вот по ситуации, нарушается в данном случае закон, принятый городским Кинешем? Перед тем, как я что-то прокомментирую в данной ситуации, хочу задать вопрос водоканалу. Вы, заключив договора с председателем кооператива, с ТСЖ и с иными лицами, которые осуществляют сбор с горожан, вы им оплачиваете какие-то деньги? 10% или 8% или 12% за их услуги? Да или нет? Да, за их услуги председатель ТСЖ у нас есть Сколько договор, оплачивает? 3%. А у вас водоканал? Ну, теплосеть Сколько? Тоже. Сколько? По-моему, 10. 10%, да. Ну о чем вы вообще говорите, горожане? Жильцы, вам можно прекращать передачу. Какой нормальный председатель кооператива и все остальные просто ни с чего, с ровного места отдаст 10%? То есть, подождите, без комментариев, если вы хотите дослушать. Я просто вам объясняю ситуацию. Все понятно и просто. Везде есть деньги. Только нужно людей объяснить очень просто. Они за свои деньги должны бороться, как бы не надо было ходить там 7 лет, 5 лет, да? Надо было обратиться к депутатам, собрать комиссию и четко объяснить водоканалу, что если вы 7 лет вот этим людям, да, морочите голову и не можете с каждым индивидуально заключить договор, на каком основании? Вы не имеете это права, и вы об этом знаете, водоканал и теплосеть. Даже если вы заключаете такой контракт, первое, что у вас должно быть, собрание всех жильцов, это свыше 50%, да, 50 плюс 1, вы об этом знаете, чего 100%, прямо вот отсюда со студии поедем, посмотрим у вас этого не будет. Не будет у вас 50 плюс 1%. Не будет. Значит, вы уже нарушили закон, за это должны ответить. Теперь, если даже председатель ЖКХ и все остальные руководители, которые берут деньги якобы за свою работу, какую-то работу они, наверное, все равно делают, да, потому что нерадивых у нас горожан тоже хватает, они должны обосновываться на основании вашего собрания, протокола. Теперь, если даже не выставляют счета, должны быть отдельные счета. Не вот такой книжка, как вы показываете, водоканал раз, теплосеть и все коммунальные платежи, потому что есть постановление о том, что все деньги должны перечисляться перечислением. За все коммунальные платежи. Есть постановление городского Кинеша, да, о том, что финансовые деньги за оплату коммунальных платежей должны перечисляться. То есть у вас должна быть квитанция, вы приходите, оплачиваете, скажем, в сберкассы, банки и все остальное, и им поступает на лицевой счет. Кстати, скажите, 10% вы платите за что? За всех жильцов? Или вы платите только за тех лишних жильцов, которые по факту проживания, но не прописаны? Вот здесь вы немножко Неправильно, путаете сбор денег, проценты за сбор денег и вознаграждение за дополнительно проживающих. Это две То есть разные. вы платите еще дополнительно, вы платите еще дополнительно за деньги, которых дополнительно еще проживаете, Нет, дополнительно проживающий председателем не оплачивается. Оплачивается 3,2% только за сбор денег. сбор И при этом не денежных средств, председателю, от суммы. а оплачивается именно ТСЖ, счет ТСЖ. Не человеку, председателю в лице кого-то, а в ТСЖ оплачивается. Подождите, вот вам счет. гражданин правильно говорит, да, Да, или горожанин. да. Он говорит, я потребил гекакалории ваши, да, дайте мне квитанцию, я ее плачу. Я потребил воду, дайте мне квитанцию, я плачу. да. Но вы же неправильно делаете, когда вы берете одной суммой, а вам-то они оплачивают каким образом? Они вам перечисляют деньги по квитанциям, согласно квитанции, или одной суммой? Одной суммой. На каком основании? Один счет. На каком основании? Плательщиком коммунальных потребительных услуг является индивидуальное лицо гражданин. И не надо идти по простому пути, когда гражданин не знает, за что он платит. Ведь вопрос горожан не потому, что заплатить. Вопрос горожан, за что я плачу. Вот мы хотим послушать Миновару Амиджановну Кушбекову. Вот пусть они расскажут, как это происходит. Да. Судя по Пожалуйста. тем квитанциям, которые есть, это неправильный подход. Человек должен четко знать, что он потребил, за что. Но он и должен нести ответственность, если он не платит. Это тоже правда. Я
являюсь жильцом кооператива «Коммунальник». Тоже также предыдущая история, ну, с момента проживания оплачиваем также бухгалтеру. Бухгалтер у нас приходящая, она не является жильцом наших домов. У нас 2 пятиэтажных дома. И хорошо, если по горячей воде у нас там есть счетчики, мы можем посмотреть и посчитать. По холодной воде у меня лично нету счетчиков. В других квартирах 35 квартир имеют счетчики по холодной воде. Тоже можно посмотреть, посчитать, узнать, сколько за что заплатил. Как же быть нам с теплосетью? Как нам рассчитать, сколько мы потребили и за что мы платим? Недавно я ходила к бухгалтеру и взяла у нее данные. Я у нее спросила, какая сумма у меня выходит за декабрь месяц. Не у меня, а по показаниям инженерных сооружений, которые находятся в подвале. Кто берет эти данные, мы не знаем. Как ведется расчет, мы не знаем. Вот она мне сказала, за декабрь 2013 года сумма, значит, за 1 квадратный метр 13 сомов 61 сом. За январь 18,54 сома. Вот как это рассчитано? И еще имеются какие-то теплопотери. За теплопотери должен платить жилец. Кто должен платить? Там имеется на 2 дома, на каждый дом стоит индивидуальный тепловой счетчик, который учитывает то тепло, которое отпущено непосредственно 6-му и 8-му дому. Вот. До этих теплосчетчиков имеется сеть. Потери по сети это расчетным путем определяются. Вот. Они счетчиком не учитываются, поэтому дополнительно в оплату включаются. То есть, если эту сеть, этот отрезок тепловой сети передать нам на баланс в теплосеть, то, соответственно, платить за нее уже вы не будете. Будете чисто только по показаниям теплосчетчика. Вот. Бухгалтер, вы точно так же можете обратиться, чтобы она вам разъяснила, то есть показала на счет на оплату, показала, какую площадь она берет и делит. То есть Ну так не показывают же. Нет. Вот. Хотелось бы вернуться к вопросу законности. Когда простые граждане, не понимая закон, нарушают его, я еще понимаю, да? Но когда такие большие поставщики коммунальных услуг, как Бишкек-Теплосеть, Горводоканал, говорят то, что они сейчас сказали, вопрос, вы в рамках какого законодательства существуете? Согласно закону об энергетике и всех других подзаконных актов, все поставщики тепла, электроэнергии должны поставлять потребителям. Это индивидуальные люди. Никакие ЖЭКи, никакие ТСЖ не являются потребителями услуг этих поставщиков. И второй вопрос. По тем счетчики вы должны вообще теплосеть поставить за свой счет, потому что так велит закон. И считать все деньги людям, начислять именно по счетчику. Никаких потерь, ничего здесь не должно быть. Сколько счетчик показал, поделили, столько и заплатили. Тем более, считаете, выставляет не председатель ТСЖ, а выставляет поставщик коммунальных услуг. И то, что они нарушают закон, за это соответствующие правоохранительные органы должны обратить внимание на сей факт неисполнения существующего законодательства. Вот есть ли плюсы на самом деле в том, что это все оплачивается одним человеком, собирается одним человеком? Ведь и теплосети тоже говорят, что деньги нету. приходят вовремя. Плюсов нету. Приведу пример. ТСЖ «Достук» Ибраимова, 29А. В свое время председатель ТСЖ собирал деньги за тепло. Потом он эти деньги съел. 1 миллион с лишним сомов, которые люди платили. И тогда Бишкек-Теплосеть стал требовать заплатить, а люди говорят, а у нас с вами договоров нету. И тогда по суду Бишкек-Теплосети все эти миллионные неплатежи, сворованные председателем ТСЖ, пришлось списать. А так получается, кто такой председатель кооператива или ТСЖ? Это погоняло, понимаете? Он ходит, пугает, собирает эти деньги, относит. Что они там считают, как они там эти деньги делят, никто ничего не знает. Там, где непрозрачность, там всегда есть место для домыслов и слухов. Спасибо. Здесь неоднократно сказала, что потребителями
этих услуг являются абоненты. Абоненты это что? Это квартиры. Мгм. Вот. Когда представители Бишкек горводоканала обосновали, почему заключает договор с ТСЖ, объяснили. Потому что ТСЖ это та организация, которая занимается управлением общим совместным имуществом. Здесь я сразу хотел бы пояснить, что общее совместное имущество, туда квартиры не входят. Потребитель – это квартира, собственник. Соответственно, здесь субъектами этого договора, а здесь именно гражданско-правовой договор, который регулируется Гражданским кодексом, договор поставки. Поставщик и потребитель, абонент – конкретная квартира. Я согласна, что потребитель каждая квартира, но мы не говорим, что потребитель сейчас председатель ЖСК в лице там единственный человек. Нет. Соответственно, вы Тот же заключаете договор председатель не с надлежащим субъектом. предоставляет список, насколько человек у них проживает, показания водомеров предоставляет. Естественно, она не выходит единственным потребителем, она предоставляет информацию за свой дом. За свой дом. И смотрите, давайте понял вас. вернемся тогда к закону о ТСЖ, о кооперативах. Там говорится, что собрание является высшим органом управления этого дома. Да? Только по управлению И общего, устав, общего совместного имущества. Хорошо. Квартиры И в общее давайте совместное устав. имущество не входит абсолютно. Здесь возникает вопрос относительно правоспособности. Да. Здесь два субъекта, поставщик и потребитель. В данном случае вы делаете потребителем ТСЖ, а ТСЖ, он не правоспособен заключать такие договора. Я вам еще раз И здесь говорю, возникает мы не следующий говорим, вопрос. хорошо, Вы заключили давайте эти... тогда Сейчас я вернемся, закончу мысль. Да, хорошо, давайте вернемся к другой мысли Секундочку, тогда. можно я Они завершу собранием мысль? решили, что оплачивать Независимо, будет через... пожалуйста, хоть что Решили. решает, но это не дает права, понимаете, у нас в Гражданском кодексе четко определяются субъекты. И в данном случае субъект – это квартира, собственники – это непосредственно квартира. Вы заключили договор с ТСЖ, то есть ненадлежащим субъектом. Соответственно, ваши договора с ТСЖ могут быть в судебном порядке признаны недействительными. И в таком случае вы обязаны будете полностью возместить, вернуть на основании решения суда все вот эти суммы, которые вы получили. И действия непосредственно представителей ТСЖ сейчас, если которые обратятся в суд относительно вот данного договора и признают его недействительным, будут законными. И вот здесь вы непосредственно в негативной или в минусе все-таки остаетесь непосредственно Я хотел вы. бы пригласить Нурлана Касымова, начальник управления ЖКХ мэрии города Бишкек. Пожалуйста, вот ваш комментарий. Поставщик коммунальных услуг должен заключать индивидуальные договора с потребителем услуг. То есть все поставщики коммунальных услуг должны индивидуально заключать договора. Но с выходом жилищного кодекса там есть один пункт, момент. То есть, я не буду юридическими словами говорить, там говорится, что значит, поставщик коммунальных услуг имеет право, вернее, лица, уполномоченные, значит, дома, то есть общее собрание жильцов и так далее, обязаны заключать договора с поставщиками услуг и так далее. И так далее. Значит, то есть получается, То есть в рамках общего если собрания есть, жильцы если могут есть делегировать общее такие собрание, полномочия. где общее собрание сказали, что да, мы уполномачиваем этого председателя, либо нашу управляющую компанию. Сейчас же у нас Устав у них много же есть есть там еще. ОСО, да, разных бывших дом управления и так далее. Или, например, другой формы управления, кондоминиум и так далее. Если жильцы уполномачивают его, то он вправе заключать договора. Можно я Ну, поясню вот эту пожалуйста. норму Сейчас жилищного доскажите, кодекса? сейчас я доскажу одну минутку, да. Но мы со своей стороны, нам неоднократно приходят такие жалобы, много приходит. Вот, наверное, в течение месяца мы, наверное, 4 или 5 таких жалоб просмотрели. Мы везде нашим коммунальным службам рекомендуем расторгать эти договора и переходить на индивидуальные договора. Но пока это как рекомендация. Теперь, да, я пользуюсь моментом, чтобы вдруг вы мне потом не дадите слова больше, я хочу раз сказать, да, чтобы разрядить чуть-чуть такую обстановку. Давайте глянем на наш город, да, сегодня. Вот посмотрите, российские каналы передают по ОРТ, да, проблемы ЖКХ и так далее. Посмотрите Алмату, Казахстан. Посмотрите, у них как идет. У них также все коммунальные услуги оплачиваются через посредников, то есть через дом управления, через то все, какие большие огромные потери идут и в денежном выражении. А чего мы достигли за последние 3-4 года мы перевели? Вот как водоканал сейчас озвучил, меньше 5% у них осталось только на общих договоров. Все 95% на индивидуальных договорах. Теплосеть то же самое, потихоньку переходит. Я так думаю, если мы в таком темпе будем идти, и вот такие программы, как передачи, как у вас будет, мы будем доносить это все до населения. Через 5 лет у нас вообще не останется этих коллективных договоров, будет индивидуально со всеми, и все будет прозрачно и без никаких Спасибо. посредников Да, работать. я согласна, тут должно быть желание самих Да, жильцов. Мы Павел же не Николаевич, отказываемся скажите. заключать Сейчас, Можно сейчас, договор. сказать по по очереди, да, поводу пожалуйста. жилищного кодекса.
Есть два момента в поставке коммунальных услуг. Первое – это то, что мы потребляем. Тепло, воду, да? Это индивидуально с квартирами, с жильцами. Есть второй момент. Есть инженерное оборудование техническое, которое стоит в доме. Например, кто-то бросил памперс, произошел засор, мы вызываем горводоканал. И горводоканал с тех денег, которые на лицевом счету нашего дома накапливаются за техобслуживание, да, они с эти деньги списывают. Кто должен в доме вызвать горводоканал для устранения проблемы? И кто должен подписать акт выполненных работ, на основе которого списываются деньги с нашего счета? Это как раз тот человек, которого делегирует дом. Это может быть сам председатель ТСЖ, может быть лицо, которое разбирается в технических параметрах и сидит целый день дома и может в любой момент это сделать. У нас это делает домком. Поэтому именно этот человек общим собранием делегируется для того, чтобы обслуживать техническое обслуживание инженерного оборудования, которое к поставке и потреблению коммунальных услуг и товаров отношения не имеет. Кодекс, о котором мы с вами спорим, он называется жилищный. Да? Здесь четко, от 2013 года, здесь четко написано то, что сейчас говорила выступающая. Ни о каких финансовых делегированиях каждого потребителя любых коммунальных услуг от него лично не может быть делегировано ни ТСЖ, ни жилищным, ни иным собственникам. Статья 3 четко пишет: лица, уполномоченные собственниками внутридомовых сетей и инженерного оборудования с целью обеспечения технического обслуживания. Все. Другой вопрос, что они ходят по мукам по 7 лет. А вот за это уже нужно спрашивать со всех и водоканала, и тех сетей. Почему вы 7 лет гоняете людей этих из угла в угол? Вы не знаете закон, вы не хотите его знать. Вам это удобно. И если посмотреть суммы потерь, уважаемые жильцы, уважаемые горожане, да, которые мы несем, отдавая коммунальщикам, не получая от них то, что мы должны получить, потому что они забывают об этих законах, то там будут огромные суммы. И это тоже правда. И пока вы не будете правильно ставить, никто вам не запрещает отдавать делегирование, скажем, председателю ЖКХ. Но 50 плюс 1%, пока вы не имеете такого протокола, от форм собственника управления, да, вы не имеете права заключать подобные вещи с ними. Все, и другого не может быть. Только техобслуживание, только больше ничего. Не имеет никакого отношения. Это правда. Если собрание ЖКХ, да, которое существовало в социалистическое время, решило, что председатель ЖКХ имеет право, даже если он так решает, то прежде чем отдать эти деньги в ЖКХ, ему должны привести квитанцию, которая поступает на его имя. А вот за то, что она ходит и выявляет, тогда уже они платят им. Без квитанции индивидуально вы не можете платить, это же понятно. Если вы покупаете кусок мяса, вы же за него платите за то, что вы покупаете, а не за то, что вам счет хотят выставить. Нужно все понимать очень просто. И нужно защищать свои права, да? Иначе коммунальщики, особенно монополисты, они нам будут выставлять такие счета. Теплопотери. На каком основании теплопотери? Почему? Это их товар. И какое тепло дошло до моей квартиры, за такое я должен платить. Вам не нравится? Пожалуйста, вы сделаете. А так они на теплопотерях только, которые выставляют, это дополнительные деньги. А те деньги, которые вам техобслуживание выставляют, вот там есть строчка, вы перечислите и дайте каждому ЖКХ и каждому коммунальщику, а что вы делаете по этим техобслуживанию? Что водоканал, что, извините меня, теплокоммунэнерго. Если вы начнете галочки ставить, у вас там даже 50% не будет то, за что вы людям выставляете счет. Спасибо. И за это тоже нужно бороться. Имеет право, не имеет права, пусть они внутри сами решают. У них есть устав, у них есть закон. Дайте Ни в коем случае водоканал не отказывается заключать договора индивидуально. Пожалуйста, обращайтесь. Можно я скажу? Как антиюридически? Извините, Я говорю пожалуйста, факт. наш Абонент председатель, обращается, мы которая заключаем заключила договора. договор, Я да? это говорю, как должностное лицо управления Бишкек-водоканала, который лично заключает договора с Водоканал, абонентами, которые к можно нам я обращаются. скажу? Я официально это заявляю. Поэтому, если желание есть, пожалуйста, приходите. Но Наш заставить, председатель, тем не менее, которая- заставить Вы должны говорить, соблюдать чтобы закон, а не давайте наше индивидуально желание заключайте, мы учитывать. тоже не имеем права, потому что они собранием решают. Наш председатель, которая, как вы говорите, заключила с вами договора, да, она в едином, в одном лице заключила с вами договора. Она со своими Согласно жителями протокола не заключала собрания жильцов, договора на эти согласно устава. обслуживания. Поэтому мы, Давайте тут не жители, я забывайте говорю, еще прямой правах эфир, тех да, жителей, вот если которые хотят послушайте, оплачивать. пожалуйста. Вы уж извините, мы сейчас Послушайте, забываем о пожалуйста, правах мы не тех, имеем которые... права. Если договора продолжают работать,
то как желающим выходить, не мучаясь, да, без подключения Да. Финполов, прокуратуры и так далее? Ну вот я хочу насчет водоканала вам предложить. Если вы желаете индивидуально счет получать, это уже ваше право. Точно так же тех людей, тех квартиросъемщиков, которые хотят через ТСЖ. Приходите, напишите заявление, мы вам счет индивидуально вам будем выставлять. За воду и канализацию. Тут остается только нюанс. Так как сети не сданы на баланс города, то есть мы эксплуатационное управление, которое обслуживаем муниципальную собственность, техническое обслуживание останется за домом, то есть за председателем. Пожалуйста, приходите. Поэтому я и говорю, давайте, когда защищаем одну сторону, надо понять и другую Да, сторону, конечно. которые не хотят переходить. Вот смотрите, что написано. Глава 14. Обслуживание внутридомовых сетей. Да? Это жилищный кодекс. Лица, уполномоченными, собственниками внутридомовых сетей и инженерного Всё понятно. оборудования То есть с целью да, обеспечения технического обслуживания, которое включает в себя профилактический осмотр, текущий ремонт, а также аварийное обслуживание, обязаны заключать договоры со снабжающими организациями или другими специализированными организациями. вот подытожили. То есть жильцы, хотят они того или не хотят, они не могут делегировать такие полномочия своему председателю. По деньгам не могут. Ну, Всё. Понятно. Про деньги мы вели. да, выше я сказал, что индивидуальные договора обязаны заключать поставщики с потребителями, без каких-либо посредников. Есть постановление городского Кенеша 219, до этого было 289. И я не знаю, здесь вроде бы все совсем согласны. А все равно Все- спорим. А все равно спорим, да? Ну, посмотрите, мы сейчас идем в правильном направлении. В правильном направлении. Вы посмотрите, мы же сделали большой шаг вперед. И в этом направлении идем. Правильно? Это же хорошо же. Неплохо. Уважаемые жильцы, все, что касается технического обслуживания, это законно. Все касается, что финансов, каждый человек должен платить сам. И тогда он видит, за что он потребил и за что он уплатил. Тогда он может задать вопрос теплосетям: гигакалорий, скажите, вот столько было, а вы мне выставляете столько. Более того, водоканал, вот столько. Другой вопрос, что они просто этого не хотят, потому что у них есть потери, они работают по старой схеме, не хотят работать по новой. Более того, они еще обложили нас кучу дополнительными документами, которые в случае, когда нам необходимо, мы им несем, даем, ищем, когда все очень просто. Если я водоканалу ничего не должен, все заплатил, счетчик у меня стоит, других вопросов нет. А в целом скажу всем горожанам и городу, пока мы не примем такие нормативные документы, в том числе и городской Кенеш, когда он обяжет все коммунальные службы, которые нам поставляют, поставить приборы учета, у нас будет таких передач очень много. А все ваши ТСЖ, которые берут с вас деньги, якобы за то, что они работают, это неправильно. Пусть работают за технической частью, и вы им за это будете платить. Другого выхода не будет. Платите сами, и будете платить меньше. Спасибо. Время нашей программы подходит к концу. Мы благодарим всех участников программы за то, что они активно приняли участие. Обращаясь к нашим телезрителям, уважаемые, платите за свои коммунальные услуги сами, без посредников. На этом у нас все. До новых встреч в эфире. До свидания.